Салям Дуфтар! Привет, друзья! Вы смотрите дневники 9-го национального чемпионата WorldSkills 2021. Все, что вы хотели знать о чемпионате, интервью с участниками и экспертами, уникальные кадры с площадок чемпионата и многое другое. Оставайтесь с нами, будет интересно! В Конгресс-холле Таратау уже началась деловая часть чемпионата. Целых 52 события состоится в рамках этой программы. Удивительно, как можно уместить столько всего за коротких 4 дня. Сегодня были подписаны первые соглашения. Открылся производственно-учебный центр авиационного кластера «Ростех». Обо всем этом поподробнее в сюжете нашего несравненного Эмиля Тимашева. На площадке перед Конгресс-холлом не протолкнуться. Тысячи людей, волонтеры, конкурсанты, участники и просто гости ждут церемонии открытия чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России. В то же время здесь, в самом Конгресс-холле, не прекращается деловая программа, подписание соглашений, пленарные заседания здесь с самого утра. На дискуссионных площадках спикеры делятся управленческим опытом, основам при подборе кадров и их подготовке. Все то, что будет полезно знать не только конкурсантам, но и всем остальным участникам чемпионата. Подписываются соглашения о взаимодействии в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Здесь же состоялось подписание ряда документов о взаимодействии между Республикой Башкортостан и такими крупными компаниями, как вагоноремонтный завод и международный аэропорт Уфа. Впрочем, это было лишь начало деловой программы. Мастер производственного обучения. Так совпало, что со стартом чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Россия в Уфе состоялось открытие первого производственно-учебного центра госкорпорации «Ростех». Центр появился на базе УМПО. Каждый год здесь будут готовить по 2000 специалистов, которые смогут освоить сразу несколько смежных профессий. Мультифункциональных специалистов, которые работают на разных высокоточных станках, это неоценимый вклад в развитие Башкортостана. Центр сможет принять первых учащихся в День знаний 1 сентября. Кстати, специально для них здесь был подобран особый преподавательский состав. Понятно, что люди уходят на пенсию, идет какая-то ротация, идет все-таки какая-то текучесть кадров. Безусловно, мы именно остановились на этом предприятии, потому что оно из самых крупных, собственно говоря, у нас и в Ростехе, и в авиационном кластере. Если в цифрах, то научный центр представляет из себя более 200 единиц оборудования. Это 150 крупногабаритных станков и 45 с числовым программным управлением, настолько технологичным, что из них прямо на заводе собрали музыкальный оркестр. Ближе к вечеру деловая программа снова продолжилась в Конгресс-холле Таратау. Здесь состоялось пленарное заседание «Эволюция компетенций в экономике развития». Спикеры вспоминали свой опыт, говорили о современных тенденциях и о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Все же изменилось, сейчас высокотехнологичное оборудование, станки. Попробуй, приди без специального навыка. Деловая программа только начинается, впереди подписание новых соглашений, встречи на дискуссионных площадках. Друзья, вы, наверное, уже поняли, про что наш следующий сюжет. Да, про безопасность. Важное значение в проведении чемпионата мира по профессиональному мастерству в Уфе занимают меры санитарной предосторожности. Управление Роспотребнадзора Республики задолго до начала чемпионата подготовилось к его проведению. Управление курирует все объекты, которые задействованы в проведении этого мероприятия. Это более 100 объектов. За каждым закреплен специалист Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Они дежурят там в круглосуточном режиме. У нас в управлении работает оперативный штаб по сбору информации и оперативному реагированию на все случаи, которые могут возникнуть. Перед началом чемпионата ПЦР-тест прошли все – конкурсанты, эксперты, организаторы, волонтеры, журналисты и руководство нашей республики.
Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills среди молодежи – это очень важное для нас мероприятие. Большое количество гостей приедет. И для того, чтобы быть уверенной в том, что я не болею коронавирусной инфекцией, и то, что мое окружение здорово, я, конечно, сдала тест ПЦР. Мы должны в первую очередь думать не только о победе наших конкурсантов, но и в том числе о их безопасности. Поэтому решение сдать ПЦР-тест – это лишний раз убедиться, что никакие вирусы нам не страшны, и то, что мероприятие пройдет достойно, на должном уровне и с должной санэпидзащищенностью. Посещение там каких-то музеев там и так далее, экскурсий. Все это должно быть маленькими партиями и той группой, которой они приехали. То есть, чтобы было максимальное разобщение всех этих групп. На всех площадках молодых профессионалов круглосуточно дежурят специалисты Роспотребнадзора и медицинские инструкторы. На пунктах пропуска действует обязательный масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук и замер температуры бесконтактным способом. Мы приглашаем всех желающих посетить чемпионат WorldSkills в Уфе, но не забывайте о мерах предосторожности. Раз, два, три. Ура! Ильнур, где ты ходишь? Я тебя совсем потеряла. Чем вы здесь занимаетесь? Ну слушай, Марин, мы тут с волонтерами настраиваемся на крутой рабочий день. Это все замечательно, но ты не забыл, что ты вообще-то ведущий. Точно. Ладно, ребята, не прощаемся. Встретимся в сюжете Разили Юлдашбаева. Пойдем. Мы находимся в центре аккредитации в парке молодых профессионалов. Здесь получают бейджики и формы те, кто приехал самостоятельно или на автобусе. При себе иметь паспорт и результат ПЦР-теста. Добрый день. Можно ваш ПЦР-тест и паспорт? Пожалуйста. За регистрацию и выдачу пакета с раздаточными материалами отвечают волонтеры. Перед тем, как приступить к работе, ребята прошли строгий отбор. Из-за переноса, из-за других каких-то вещей у нас заявок по итогу стало более 4000. И да, мы занимались отбором, проводили целый месяц очень напряженные собеседования по 12 часов в сутки. 12 координаторов сделали это ежедневно, без выходных. Да, только что отбор был довольно сложный, но зато у нас сейчас самые лучшие волонтеры. Ильвина Байбулатова не может сдержать слез от переполняющих эмоций. Работа не из легких. Но любовь к людям придает новые силы, признается она. Почему эти слезы? Потому что мне очень важно быть с людьми. И для меня важны именно люди. Для меня, правда, важно, чтобы каждый чувствовал на данный момент себя очень хорошо. То есть я контролирую их питание, я контролирую их трансфер. То есть у нас есть свои координаторы питания. Но если о моих волонтерах никто не позаботится, я понимаю, что это ляжет ответственность на меня. И для меня важно, чтобы у меня вот есть 3 точки, и для меня важно, чтобы еда была в аэропорту, еда была на ЖД, еда была на Костораме. И я готова туда-сюда разъезжать, я готова предоставлять им воду, я готова тащить эту воду, я готова ставить смену, чтобы им было удобно, чтобы им было комфортно. То есть сейчас, если какие-то люди начинают вступать в конфликтные ситуации, я готова заступаться, потому что это вот просто моя команда, которая очень ценна для меня, которую я очень сильно люблю, и я, правда, за каждого уже просто горой. Ильвина 8-й год в волонтерском движении. Настоящий эксперт и лидер по жизни. Своих ребят она готова поддержать в любой ситуации. Эльвина, она очень добрая. Мне с ней приятно работать, потому что она отвечает на все мои вопросы и старается помочь по мере возможности. Она очень крутая, энергичная девушка, которая всегда готова помочь и прийти на помощь. Эльвина, она очень ответственная, и она умеет организовать всю работу, не только волонтеров, в принципе, всю работу организовать. Каждый занят каким-то своим делом, и работа выполнена слаженно, все отлично. Такой масштабный чемпионат не стал бы возможным без волонтеров. В парке молодых профессионалов, Уфимском аэропорту и ЖД вокзале задействовано более 1000 добровольцев. 200 из них приехали из других регионов России. Волонтеры готовы сделать все, чтобы финал 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» прошел успешно.
Слушай, Марин, я что-то никак не могу разобраться, что и где смотреть на площадках чемпионата. Давай посмотрю. А знаешь, Ильнур, я согласна. Не каждый сможет с первого раза разобраться, где находится все самое интересное в парке молодых профессионалов. Поэтому наш корреспондент Эмиль Зиангиров с радостью поможет всем желающим. Главной площадкой нацфинала WorldSkills Россия 2021 станет парк молодых профессионалов по адресу улица Рубежная, 178. Добраться до него можно как на личном автомобиле через трассу Уфа-Аэропорт, так и на общественном транспорте. Из разных частей города доехать можно будет на 232, 277 и 298 маршрутах. В дни соревнований количество автобусов в этом направлении будет увеличено. Заблудиться в большом комплексе площадью 170 тысяч квадратных метров было бы очень просто, если бы неудобная и понятная навигация. Практически на всей территории парка можно увидеть стенды и таблички, которые помогут найти верную дорогу. Даже разноцветные линии на асфальте – часть навигации. Специально для гостей, которые приходят к нам на площадку, существуют такие линии, которые помогают им определить, в какой же павильон им нужно прийти. То есть это не просто рисунок, не просто для красоты? Нет, это не просто рисунок, это специально сделано для наших гостей, чтобы они могли легко ориентироваться на нашей площадке. Также у нас есть волонтеры навигации, которые в любой момент могут вам помочь и подсказать, если вы потерялись или не можете сориентироваться на данной площадке. Зрители смогут посетить не только парк, но и каждый из павильонов, где будут проходить соревнования чемпионата. Снаружи многочисленные белые павильоны очень похожи. Для того, чтобы разобраться, что внутри, рядом с каждым из них размещены вот такие очень информативные стенды. Здесь можно понять, в каких компетенциях будут соревноваться конкурсанты, а также увидеть список интерактивов и активностей, которые можно попробовать и зрителям. В некоторые зоны для гостей мероприятия будут проводиться экскурсии. Например, зрители смогут увидеть весь процесс производства бумажных стаканчиков. Интересные места есть не только внутри, но и между павильонами. Сейчас подальше исполним. При поддержке баскетбольного клуба «Уфимец» в парке появилась целая баскетбольная площадка. Проводим турнир. Сегодня играют категория юноши, также играют девчонки, парни. А в обеденный перерыв, когда ребята идут обедать, они могут подойти к нам, побросать мяч в кольцо. У нас тут различные активности, ведущие, разыгрываем мерч. В обед придут ребята из баскетбольного клуба, можно будет обыграть нашего нового центрового, попробовать с ростом 2.15, посмотрим, у кого это получится. Внутри каждого из павильонов в специальных зонах Try a Skill каждый зритель сможет испытать себя в самых разных профессиях. Например, забросить мяч в ведро с помощью экскаватора. Мячиком в баскетбольное кольцо мы уже попали, сейчас у нас задача усложняется. Вот она мощь. Еще рукой к себе и закрываем ков. Каждый может себя почувствовать оператором экскаватора в течение всего чемпионата. Можно будет прийти и самому попробовать все. В любой из многочисленных зон Try a Skill вам помогут волонтеры и организаторы, так что в дни соревнований у каждого желающего будет возможность испытать свои навыки в самых разных профессиях. – 26 августа здесь, в парке молодых профессионалов на Рубежной 178, для всех гостей и участников стартует основная программа чемпионата. Ильнур, ну хватит уже твоих тиктоков. Ну, Марин, тихо, тихо. Я тебе сейчас все расскажу и покажу. Пошли со мной. Ильнур, где мы с тобой оказались? Ну, как ты видишь, мы в парке Ватан, где только что завершилась церемония открытия чемпионата WorldSkills. О да, церемония была нечто. Кстати, подготовка к этому событию была не менее красочная, чем сама церемония. А она была космическая. Подготовка к торжественной церемонии открытия началась с самого утра. Здесь и репетиции, саундчек, настройка оборудования и звука. Ведь уже сегодня здесь пройдет грандиозное шоу.
Репетиция проходит в непростых условиях. Мешают палящее солнце и порывистый ветер. И тем не менее, каждый, от кого зависит успех мероприятия, выкладывается по полной. Ведь сегодня не рядовой концерт. Это история об огромном потенциале, который скрыт в каждом человеке, и о труде как высшей ценности прогресса. Гостей амфитеатра встретят зажигательными музыкальными номерами, танцами, парадом участников и шоу дронов. Хедлайнером открытия станет кумир поколения Z Егор Крид. Дорогие друзья, не успел наш концерт начаться, как меня уже облепили какие-то странные гуманоиды. Ребята, я надеюсь, вы с миром? Сценический комплекс трансформируется на протяжении всего вечера, с каждой главой раскрывая шоу с новой стороны. Я думал, ты с другой планеты откуда-нибудь, если честно. По совместительству с Марса. Участники выстраиваются в зоне построения. Вместе с нами сегодня команда из Краснодарского края. В небе над Белой летают воздушные шары. Наконец, слово берут глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Для нас большая честь, что со всей страны к нам приехали настоящие мастера. И сегодня я от всей души желаю вам в эти дни, конечно, победить. И генеральный директор WorldSkills Россия Уразов Роберт Наилевич. Какая теплая атмосфера. И это не только погода, это те люди, те жители республики, которые, по сути, улыбаются гостям. А вот и дроны, которые живописно трансформируются в разные фигуры. Ну и, конечно, он, хедлайнер церемонии открытия Егор Крид. Ваши руки в потолок! Торжественная церемония открытия 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021 официально состоялась. Но это еще далеко не все, что ждет уфимцев и гостей столицы в рамках концертной программы чемпионата. В четверг, 26 августа, состоится интерактивное трибьют-шоу, где местные рок-коллективы исполнят хиты певицы Земфиры и группы «Чайф». А 27 августа на этой же площадке артисты Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гуфри покажут спектакль «Потомки Салавата не отступят». Мероприятие посвящено памяти генерала Минигали Шаймуратова, а также 112-й Башкирской конной дивизии. В субботу, 28 августа, состоится Всероссийская киноночь. Зрители смогут познакомиться с творчеством местных мультипликаторов, а также увидеть на большом экране такие фильмы, как «Огонь», «Конек-горбунок» и «Пальма». А в последний день чемпионата зрителей ждет торжественная церемония закрытия с объявлением победителей, выступлением группы «Добро» и праздничным салютом. Ну что ж, на этом пока все. Смотрите новые выпуски дневников каждый день в 23:10 на телеканале ВСТ. Увидимся в это же время завтра. Пока-пока!